Вот, да. Бабушка делала рыбу потрясающе. От нее потом научилась моя мама, а потом я от мамы научилась. Ну, можно сказать, что я училась и от бабушки, потому что бабушка делала, я ей помогала всегда. Ну, то есть, наверное, она была мудрая женщина, и она таким образом меня приобщала к хозяйству, к девочку. Вот были, значит, как она делала фаршированную рыбу, значит, ну, как обычно, она разрезала на куски, так же делаю я. И потом она клала, ну, вот это рыбье мясо, так сказать, она клала в специальную такую посудинку, которая по-белорусски называется ночевки. Ночевки – это выдолбленное из дерева в данном случае, потому что есть и металлические ночевки, и жести, а это выдолбленное из дерева такая ванночка небольшая, именно для как кухонная утварь. Она туда клала вот это отделенное вот от кости рыбье мясо, как я его называю, и она не прокручивала через мясорубку, так как делаю я. Вот этим я занималась, она меня научила. Был специально у нее нож, так достаточно большой, закругленный, с ручкой. И вот надо было... С одной ручкой или с двумя? С одной. С одной вот так брала, и она не говорила «гигакте лебер», она делала таким образом, то есть паштет, печеночный, «гигакте еринг», это селедка. И точно так же она говорила «гигакте фиш». Она не говорила «гефилте фиш», она «гигакте фиш» говорила. А в чем отличие гигакте? Геринг это что? Форшмак? Форшмак. Форшмак. Тоже она все мелко измельчала. Вот именно вот этим ножом. Вот это мне запомнилось. Но это все было безумно вкусно. Это было очень вкусно. Вот так. Вот и я научилась. По вкусу похоже, тоже я помню. И помню, как она делала тейглах. Тейглах делались нечасто. Они специальное тесто. Вот тейглах я, кстати, я не умею делать. Но это не проблема, научиться можно. Значит, из специального теста выпекались вот эти вот бобочки. И заранее, там, за месяц до праздника. И бабушка складывала их в полотняный мешочек, завязочками завязывала и прятала от меня, потому что я была прожорливая. Она меня называла трейфенагалдз. То есть я все, что плохо было спрятано, я съедала. Вот. А потом уже накануне праздника, за день, за два, потому что это процесс достаточно длительный, все это варилось в меду, я обожала этот запах. Отдельно мед терпеть не могла, а в тейглах это было очень вкусно. А пока он становился такой массой склеенной, такой кластер получался, да, но чтобы он все-таки не кластером был таким, значит, влажной рукой бабушка мочила досточку специальную большую, и на нее выкладывала и ровненько разглаживала эту массу. Ну да. Ну где-то толщиной, наверное, 1,5 сантиметра. Хозяйки по-разному делали. Вот Инна Шульман, мама, она делала потолще, и мне не очень нравилось. А у бабушки получалось как казинаки, похоже. Вот. И потом, значит, это когда посыпалось маком обязательно. Мон. Да, мон, да. И потом, когда это полежит там полдня, вечер, на следующий день она нарезала красиво. Обычно такими ромбиками, я помню, она нарезала. Вот это уже было от меня трудно спрятать, понятное дело. Вот. Ну, в общем, я все вот эти еврейские майхолым я ела с детства. А как ты гефилте фиш делаешь? Это очень просто. Гефилте фиш обыкновенно. Рыбу чищу, кстати. Если не зеркальный карп, у вас такой проблемы нет. Вы попросили, и вам китайцы почистили рыбу. А у нас евреи покупают и сами чистят у себя. У нас китайцев нету. Вот, поэтому... Значит, меня научил дядя Ваня, как чистить рыбу. Если это не зеркальный карп, который легко чистится, и зеркальный сейчас тоже чищу. Вилкой счищаются моментально. А что счищается? Ну как, чешуя? Чешуя, да. Да, чешуя счищается. Нарезаю на куски, потом беру каждый кусочек, поддеваю ножом аккуратненько, чтобы не повредить
вот эту кожицу, Угу. где-то подрезаю немножко, максимально выбираю вот это рыбье мясо, складываю его отдельно. Обычно 2 дня делаю, потому что много времени очень занимает. Вот вначале подготовила это, то есть отдельно уже вычищено вот это для наполнения, и отдельно вот у меня это рыбье мясо. Следующий день я прокручиваю на мясорубке, добавляю туда много лука, как в котлеты. Добавляю булочку, добавляю яйца, соль, перец. Куда, в мясорубку все? Нет, зачем мясорубку? А что, соль, а что перец? с булочкой? Булочку прокручивать А. через мясорубку, да, но после лука, А, чтобы лук не оставался уже в о, мясорубке. видишь, какие важные детали. Да, да. Потом прокручивается это. И раньше я клала в холодную воду, а сейчас я так не делаю, потому что лучше сохраняется форма. Я теперь делаю по-другому. Значит, кладу на дно много свеклы, нарезаю, моркови, потом фарширую рыбу, кладу на руку вот так, набираю фарш, с одной стороны складываю аккуратно под водичкой вот так вот, с другой переворачиваю, кладу фарш и складываю аккуратно, стараюсь в 2 кастрюли, чтобы не помялось, чтобы сохранила форму. Сверху опять кладу много свеклы и много морковки, кипячу чайник целой воды и аккуратненько по стеночке кастрюли наливаю, чтобы нигде не повредилась и не разъехалась эта рыба, не разлезлась. Я довожу до кипения, варю недолго. Рыба не требует. Раньше считалось, что рыба должна развариться так, что все косточки можно скушать. Но так как мы косточки не кушаем, я варю рыбу, от момента закипания минут 35-40 максимум. Все. Постояла минут 10, я выкладываю на блюдо и заливаю этой жидкостью. Каждый кусочек рыбы украшаю морковочкой. Да, я помню, да. Да. Кто-то еще свеклой украшает. Я свеклой не украшаю. Свекла выварена, она некрасивого цвета получается. А, да. Она весь свой красоту, свой цвет отдает рыбе. Поэтому понятно. если рыбу варить без... Она не столько вкус, да, сколько цвет. Если рыбу варить без свеклы, то она такая блеклая, некрасивая. А так она напитывает цвет. Красиво становится. Понятно. Да. Вот. И у меня это... Природный краситель. Меня кто-то спросил, добавляю ли я желатин. Я говорю, Боже, сохрани. У меня всегда застывает она. Я вечером, обычно если готовлю вечером, но у меня постоит немножко, остынет, я убираю в холодильник, на утро красавица рыбка. Да, я свидетельствую. Да, да. А еще любили мы очень, теперь-то я понимаю, что это скопище холестерина, но об этом никто раньше не думал. Ну, очень Грибенос. Грибенос. Собирался Да. жир. Да, шкварки. Да. У нас не называлось шкварки. Шкварки грибенос, это шкварки. Шкварки это из другой оперы. Шкварки, понимаешь? Это связано с салом. А, да, Да. шкварки Шкварки куриные. никогда не называли. Грибенос, я другого слова не знала. Грибенос. И когда там 2-3 курицы, даже утки, нет, отдельно бабушка сортировала, я помню, и обжаривала, добавляла соль, и это было, конечно, с луком потом это все делалось. Ой, это Ну, вкуснятина. слушай, другой раз в году это можно поесть. Да, это было, да, так, чтобы холестеринчик дать на весь год. Ну, что там, ладно, что Нет, это было очень вкусно. Да. На черный хлеб. Ну, так дедушка Миша Ладно, делал да, тоже да. так. Но дедушка Куриные это делал шкварки. уже в городских условиях, Да. потому что куры не такие были. А у нас куры это были свои, это другой вкус. Да. Да, когда дедуся с бабусей переехали в Минск, бабуся почти кур не ела. Они и рыбой пахли, она была права. Да. Потому что совершенно не другой вкус. Кстати, у вас вкуснее куры. Да. Я ничего не добавила. Вот я 2 раза варила бульон, кроме соли, сельдерея и морковки ничего не добавляла. Он вкусный бульон. Мгм. Намного вкуснее. Да, надо попробовать еще разные, поэкспериментировать с курами. Да. Может, наверное, летом. Заедешь, Да. дай их, да. Так что, если у вас есть понятие, как же вот эти яйца, которые куры несут, куры на свободе, которые пасутся, Да, cage Так, free. да. Так вот точно так же и наши куры, они гуляли по двору, Ну, понятно. да, и заходили домой, так и поглядывали Да. своими глазами подслеповатыми. У нас вообще органическая еда была. Конечно, Да. конечно, ты что? Конечно, картошечку помню,
Бабуся накопает. У нас маленький участочек был, у нас же был Да. государственный дом. У нас же не частный был, у нас государственный. Ага. Вот. Но маленький участочек, я не знаю, мне даже трудно сказать, ну сколько, может 2 сотки вместе, а может и 2 соток не было. С соседями пополам у нас было. У нас были, у них к забору, у Шульманов, Ага. а у нас к проходу, к тропинке, к сараю наш участок был. И бабуся накопает картошечку, летом, помню уже, июньская, первая, скороспелка. Я очень любила скороспелки драники. Пока я сплю, я просыпалась уже в 11, начале 12 утра, я уже чувствовала, что уже готовятся драники. Ага. Чего себе с утра драники? Да, то, конечно, дранички с утра, что. Ну, вот так. Такую вкуснятину мы ели.